Дорогие друзья, Юрий Бирк, юридическая фирма Chicago Law Group и Advocate Group USA, также Advocate Lawyers Group. Получается так, все задают вопросы, что такое виза талантов, в народе так называется, да? Виза экстраординарно талантливых людей. Там на самом деле, можно сказать, есть три категории, это не одна категория, и я немножко пройдусь по этим категориям. Первое. Самая главная ситуация, это если вы можете доказать какие-то супер экстраординарные там выигрыши, например, золотая медаль на каких-то мировых соревнованиях, будь это Олимпийские игры, будь это, азиатские игры, будь это Оскар, будь это что такого типа, да? Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы, ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Тут все понятно, долго объяснять не надо. Но также есть другие позиции. Например, если нету такой главной медали, то можно доказать все равно визу талантов, если есть следующие категории. Например, вы были в какой-то ассоциации, группе, гильдии людей, профессионалов, в которую человек не профессионал в этой области попасть не может. Я не знаю, ассоциация математиков, там что-нибудь такого рода, да? Вы туда попали. Есть спортивные ассоциации, есть ассоциации артистов, художников и так далее. Второе, вы там, например, занимаетесь менеджментом в такой организации. Третье, например, вы давали какие-то интервью, вы известны, вас показывали по телевидению, на интернете и так далее. Вашу работу показывали, это уже 4 или 5, например, да. Вы судили работу других людей, своих там, ровесников, современников в своей области, да. Например, жюри, игры по гимнастике, вы судья, например, да, и вы судите выступления других людей, значит, это одна из категорий. Если мы выходим на 3 таких категории, вы можете выйти на визу либо EB-1, либо виза O1. EB-1 дает вам сразу грин-карту, но O1 дает вам только визу, а грин-карту нужно делать потом через рабочий сертификат. Что такое рабочий сертификат, я объяснял в другом сегменте. Теперь... Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. O1 немножко легче получить, но требуется работодатель. И EB-1 немного сложнее, но зато вы можете получить грин-карту. Также есть категория, которая называется National Interest Waiver. То есть мы доказываем, что в интересах Соединенных Штатов то, чтобы вам дали грин-карту. Например, это очень хорошая категория для ученых, бизнес-менеджеров высокого уровня и так далее. Самый лучший вариант – это выслать свое резюме на тот имейл, который будет опубликован, и дайте нам возможность рассмотреть это. Если вы попадаете в какую-то либо категорию, мы назначим консультацию и с вами созвонимся. Вот такой процесс по этим категориям. Значит, если вы находитесь в Соединенных Штатах, то очень важно быть в статусе, чтобы получить какого-то рода другую визу, включая вот эти визы, которые я только что осветил. Что это значит? И в других сегментах мы это не обсуждали, но это относится к некоторым другим ситуациям тоже. Если вы хотите изменить статус, и вы находитесь в Соединенных Штатах, то вы должны быть в статусе для того, чтобы статус изменить. Если вы приехали по туристической визе и хотите, например, получить либо визу талантов, либо рабочий сертификат и так далее, то в тот момент, когда вам полагается получить эту грин-карту или эту визу, вы должны быть в статусе «все еще». Ну, понятно, что туристический статус – это 6 месяцев, там есть право продлить, может быть, максимум 6 месяцев. Может быть, получится, может быть, нет. Визу можно получить за этот срок, но грин-карту еще нет. Значит, вам нужно думать о том, как, если вы находитесь в Соединенных Штатах, как вам продлить свой статус. И многие получают студенческие визы, либо подают на политическое убежище, если у них есть основания. И вот так виза талантов, есть такие категории. Желающие, обращайтесь, буду рад ознакомиться с вашим делом. Юрий Бирк, Chicago Law Group. Всем желаю удачи.